10 лет назад на Украине произошли события, которые известны как Евромайдан. Почему вообще это произошло, какие это имеет последствия для самой Украины и каким переменам в международных отношениях привел Евромайдан? Об этом будем говорить с чрезвычайным и полномочным послом России в Абхазии Михаилом Шургалиным. Михаил Александрович у нас в студии. Приветствую. Спасибо, что нашли время. Спасибо, что пригласили. Прийти к нам. Итак, 10 лет прошло, но срок, можно сказать, с одной стороны, не маленький, и есть уже время подумать над тем, вообще, каким последствиям эти процессы на Украине привели. Вот с этого, наверное, стоит начать разговор. Для самой Украины какие последствия, даже для международных отношений? Да, в целом для всего мира, для глобальной международной обстановки складываются новые геополитические реалии в результате. Да, они в процессе, но если брать на глобальном уровне, мы отмечаем, что ряд стран во главе с Соединенными Штатами, объединенные Североатлантическим договором, Вашингтонским договором, я имею в виду НАТО, примкнувшие к ним Япония и Австралия и многие другие, которые долгое время позиционировали себя как, по словам Борреля, да, представителя Евросоюза по международным делам, представляет из себя цветущий сад, вокруг которого сплошные джунгли и дикари. Вот. Ситуация на Украине, так как она развивается, доказала, что, во-первых, это не большинство, во-вторых, они не большинство, они не имеют той экономической силы, на которую они претендуют, потому что страны, скажем, БРИКС, страны ШОС, страны АСЕАН сейчас экономически гораздо более мощные, чем Евросоюз, Британия, Великобритания, Канада, Япония и прочее. К сожалению, речь идет не с нашей подачи именно о противостоянии. Мы никогда не стремились к противостоянию, мы всегда стремились к сотрудничеству. И, как подчеркивал неоднократно, и особенно в последнее время Владимир Владимирович Путин, мы до последнего стремились к тому, чтобы все существующие противоречия разбирать и находить пути решения мирным путем на основе дипломатии. К сожалению, мы столкнулись с тем, что страны Запада вцепились в Украину, как им казалось, в легкую добычу. И то, что они делают, по общему признанию, идет во вред самим украинцам. Тут еще надо подчеркнуть, если мы берем саму Украину, что по этническому составу Украина неоднородна. Есть часть людей, которые называют себя истинными украинцами. Есть, как мне кажется, большинство людей, которым русская культура и русский язык гораздо ближе, чем украинская культура и украинский язык. Когда начались гонения на русский язык, русскую культуру, естественно, что многим это не понравилось. Мы помним 2014 год, мы помним кровавые события в мае в Одессе, почти сразу после этого кровавые события в Мариуполе. Мы помним разгон демонстраций, жестокий разгон демонстраций в Харькове. Ну и, соответственно, мы помним, как отреагировали люди, не только русские, но во многом и украинцы, там, в Луганской области, в Донецкой области. Многие из них взялись за оружие с тем, чтобы отстоять свои права на то, чтобы иметь свое понимание об этом мире, следовать своим традициям и во многом следовать своей вере. Если мы разбираем поведение так называемых западенцев, захидников, сведомых, то мы отмечаем небывалую агрессивность. Скажем, пресловутый полк или батальон «Азов», значит, состоящий во многом из откровенных уголовников и прочих искателей приключений, в том числе и зарубежных. Когда их берут в плен, они все кричат, что они повара и медработники. Когда с них снимают гимнастерку, они все расписаны татуировками с нацистскими символами, со свастикой, с портретом Гитлера, а многие из них просто с чертовщиной. Например, на спине могут изобразить Бафомета, да, известного дьявола. Это свидетельствует о том, что отошли
эти люди от христианских заповедей. Они фактически предали Господа нашего Иисуса Христа, они поклоняются дьяволу. Вы помните, что одна из Моисеевых заповедей «Не сотвори себе кумира». Имеется в виду, что есть Бог единый, и мы в Него верим. При этом мы не разделяем. Христиане верят в Иисуса, мусульмане в Аллаха, ну и так далее. У каждого свой Бог, каждый по-разному поклоняется, но Бог един. А эти люди поклоняются то ли дьяволу, то ли выдуманным им самими каким-то непонятным псевдо-древним божествам. Но и люди с патологической ненавистью ко всему русскому готовы убивать, грабить, расстреливать, вспоминая, опять же, те же 10 заповедей, не выжелай жены ближнего своего, не вала его, ни осла. Они с удовольствием грабят, нисколько не смущаясь. Не сотвори себя кумира, я же упоминал. Не убей, тут даже говорить не о чем. Поэтому мы можем вполне с достаточным основанием говорить, что идет борьба добра со злом. Однозначно. Идет борьба за право не только русского народа говорить по-русски и следовать своим традициям, но мы знаем, что в Закарпатье и венгры очень нехорошо себя чувствуют, когда им запрещают говорить по-венгерски, когда им запрещают жить по своим традициям. Приблизительно то же самое происходило в нацистской Германии, когда любой немец должен был верить только Адольфу Гитлеру и его приспешникам, и никакой другой девиации от так называемой генеральной линии не допускалось. Корни нацизма, насколько я себе их представляю, кроются в том, что большое количество молодежи, в первую очередь, прошло ведь уже фактически почти 2 поколения с момента развала Советского Союза, они оказались в стране, где их возможности не были востребованы. Да, они получили школьное образование, но многие из них не получили достойной работы и вдруг обнаружили, что грабить и убивать – это очень выгодно, и не обязательно где-то работать, а можно просто заниматься разбоем. Мы отмечаем, что есть какие-то странные совпадения. Например, из школьного курса мы знаем про «Гуляй поле» и «Батьку Махно», когда грабили всех без разбора. В одном из советских фильмов у таких бандитов был лозунг «Бей белых, пока не покраснеют, бей красных, пока не побелеют». У меня такое ощущение, что вот зачастую многие боевики так себя именно ведут. Ну, Михаил Александрович, вообще удивительная история, что неонацизм возродился именно на Украине, не в Германии, в Венгрии, там, Италии или Польше где-нибудь. Дело в том, что неонацистские по существу группировки существуют практически в любой стране. Ну, наверное, только в Абхазии их не существует. Вот. Вопрос о том, как к ним относятся власти. И, конечно же, с такой идеологией власть в демократическом государстве никогда не мирится. А такое ощущение было, что на Украине их, наоборот, поощряли. Вспомните, например, прецедент, когда, да, украинец по происхождению, но русский по воспитанию Кучма, он же родился и вырос в Пскове, он волею судеб оказался на территории Украины, вдруг взял и написал книгу «Украина не Россия». Много лет, начиная с распада Советского Союза, когда украинцы кричали, что стоит нам только отделиться, мы будем жить намного лучше, выяснилось, что они мерзнут, выяснилось, что у них этого не хватает, того не хватает. И Россия помогала братскому украинскому народу, чем могла, в том числе и льготными поставками электроэнергии, и льготными поставками нефтепродуктов и газа. Вот. Оказалось, к сожалению, не в коня корм, да? Многие украинские олигархи спонсировали неонацистские группировки. Ну, все знают прецедент известного днепропетровского олигарха Коломойского,
когда в 2014 году начался новый этап в развитии российско-украинских отношений, после незаконного государственного переворота в Киеве, он заявил, что его банк, которому принадлежит, будет готов выплачивать очень крупные суммы каждому, кто убьет русского. Мне попадалась на глаза, например, такая с достаточной долей издевки картинка, когда русские солдаты, да, придя на Украину, говорят: кто тут кричал москаляку на геляку? Вы нас звали, мы пришли. А ведь это было не только начиная с 2014 года, это было и до того. Батька наш Бандера, да, вспомните. И я никогда ни от одного русского, ни от одного абхаза, ни от одного якута, ни от одного осетина не слышал фразы «хохляку на геляку». Нам в голову не приходит, что человек, если он украинец, что его нужно обязательно уничтожить. А у них этот настрой, не задумываясь, вылетает из головы. Город Львов. Совсем недавно был сюжет, когда юноша из Одессы приехал во Львов, сел на лавочке на улице и начал под гитару петь песни. Его чуть не убили за то, что он поет по-русски. Только за это. Хотя, естественно, что по Конституции Украины русский язык как бы признается. Они позднее приняли закон о языках, где русский язык был объявлен фактически вне закона. Но изначально подавляющее большинство жителей Украины свободно говорит по-русски. Даже те, кто не являются этническими русскими. Вот. Печальные последствия того, что сотворили в 2014 году на Майдане. Десятилетие, вот печальная дата сейчас подходит, буквально близко к нам. Важно отметить то, что это началось не в 2014 году. Все эти настроения были и раньше. Мы помним, что еще до развала Советского Союза очень часто на митингах националисты кричали, что Украина только для украинцев, и мы здесь построим свое государство. По факту получается, что ничего они толком не построили. Но мне вот вспоминается, в 2002 году я на автомобиле проехал до Крыма. Что меня поразило? Встречные автомобили либо роскошные, очень дорогие, либо старенькие, совсем как бы побитые, проржавевшие «Жигули» и «Москвичи». То есть огромное расслоение у населения. Либо бандюганы, которые наворовали, а может быть награбили, да? Либо остальная часть населения, которая проживала в очень печальных условиях. Вот. Крымские настроения. И поскольку я был на автомобиле с московскими номерами, очень часто подходили крымчане и говорили: вы из Москвы? Ох, как интересно. Обязательно должны были вступить в разговор. В Крыму вот я почувствовал именно такие вот отношения еще в нулевых годах, в начале нулевых годов. Понятно, что когда в 2014 году Крым принял решение о вхождении в состав Российской Федерации, что это было массовое желание, и, собственно, результаты референдума об этом свидетельствуют. Если вот о Евромайдане говорить, нулевые все-таки это расцвет этих революций. До этого, до событий на Украине, это события в Грузии, потом в Киргизии, череда революций. Попытки в Узбекистане. Но в Абхазии за это время тоже несколько раз власть менялась, и вот через митинги. Но, тем не менее, эти события в Абхазии так не называют. Вот на ваш взгляд, почему? Чем отличаются эти события от того, что в Грузии, на Украине происходило? Ну, мне не хотелось бы детально разбирать, но в первом приближении, значит, во-первых, мы не отмечаем насильственных действий, да? Может быть, я что-то упустил, но я не помню, чтобы кого-то не то что убили, даже ранили. Все это проходило без стрельбы, и да, это нарушение конституционного строя, но, тем не менее, такие кризисы во всех странах случаются, и я не хочу говорить, что это правильный способ, да,
смены власти, но он действительно не похож на цветную революцию. Кстати, насколько я понимаю, термин «цветная революция» заиграл в тот момент, когда Саакашвили пришел к власти в Грузии. Если помните, да, когда он свергал Шеварднадзе, да? Не было такого кардинального решения проблемы. Мы и сейчас часто слышим от местной оппозиции, да, призывы собраться на митинг, что-то там прокричать, но Российская Федерация исходит из того, что должен быть нормальный конституционный процесс. Все граждане в Абхазии, и это подтверждено много раз, имеют право свободно выражать свое мнение на выборах. И это прекрасно. Потому что я, например, читал раньше статьи там, в «Нью-Йорк Таймс», «Вашингтон-Пост», где говорилось, что да, Америка не признает Абхазию как суверенное независимое государство, но мы должны признать, что прошедшие выборы были демократичными, что никто не мешал людям прийти на участок и выразить свое отношение, да, выбрать того или иного кандидата. Будь то парламентские выборы, будь то президентские выборы. И это прекрасно, поскольку, как мы понимаем, далеко не всем странам, взять ту же Украину, удается находиться в рамках конституционного процесса. Вспомните, как Ющенко пришел к власти, да? 2 тура выборов, на втором туре выборов победил Янукович. Собрали оранжевый Майдан, тоже цветной, потребовали 3-го тура выборов, что не предусмотрено никаким законодательством, да? Вот. То есть то, что произошло 10 лет назад, оно закладывалось еще раньше. Возвращаясь к Ющенко, он пришел на чисто националистических лозунгах к власти, да. Тем не менее, в Российской Федерации посчитали, что ну, вот такой есть. Будем работать с тем, кто есть. И многократные были попытки наладить отношения. С другой стороны, человек предпочел, например, заняться тем, что объявил Степана Бандеру героем, да, тем, что потребовал признать Голодомор геноцидом. Хотя, как мы знаем, голод в те годы касался не только Украины. Погибло очень много людей от голода в Поволжье. И голод на Украине, он касался не избирательно только украинцев. Гибли все, кто там был, и армяне, и греки, и русские. Такой был этап развития советского государства. Печальный, но тем не менее. И уж тем более приписать вину за это именно русским, этническим русским, это, ну как минимум, подлость такая вот. Еще раз возвращаясь к теме, которую обозначил с самого начала, февраль 2014 года, он возник не спонтанно. К этому готовилось общественное мнение. Как мы помним, Виктория Нуланд хвасталась, что они потратили на это 5 миллиардов, насколько я помню, долларов, на то, чтобы взбаламутить общественное мнение на Украине. И хвасталась, что как дешево нам удалось провести цветную революцию. Всего каких-то 5 миллиардов. Вот. Тот факт, что сейчас, в первую очередь, американцы и европейцы тоже зубами вцепились в Украину, они почему-то решили, что вот сейчас именно их шанс. И они хотят Украину, во-первых, уничтожить как мощную экономическую державу, те остатки, которые есть, а во-вторых, все подобрать под себя. Уже облизываются на украинские черноземы, на сталелитейную промышленность, которая фактически продана, да, но и на остатки той промышленности, которая есть. Обязательно нужно отметить позицию Абхазии, да, по украинскому кризису. Мы подчеркиваем, что у нас с Абхазией союзнические отношения, и отмечаем, что Абхазия признает вхождение Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области в состав Российской Федерации.
самое важное это то, что начиная еще с 2014 года абхазские добровольцы отстаивают права народа Луганска и Донецка с оружием в руках. И мы признательны и благодарны за это абхазам. И отмечаем, что правительство и президент делают все, чтобы оказать содействие. Мы знаем о многочисленных гуманитарных конвоях, да, которые по линии Министерства по чрезвычайным ситуациям благодаря Льву Константиновичу Квицине доставляются туда. Мы знаем, что Абхазия принимала на отдых и лечение людей из Донецка, Луганска, в том числе детей. Вот, это очень важно. И о том, что налаживаются отношения с республиками. Я вот знаю, что Иналбат Чарденба, ваш министр иностранных дел, собирается посетить Донбасс. Он, в частности, говорил, что он хорошо знаком с господином Пушилиным, главой Донецкой республики, и они давно не виделись, он хотел бы с ним повидаться. Ну и, естественно, не просто поговорить, а наметить какие-то пути сотрудничества дальнейшего. Ну и на уровне людей, на уровне бизнеса уже есть некоторые контакты, что эти контакты развиваются. В целом, если подвести итог нашего разговора, все-таки какие, на ваш взгляд, главные выводы, какие уроки важные извлекла, может быть, сама Украина, сейчас понимает ли все происходящее, все-таки что стало с самой страной, с жителями, с ней и на международных отношениях, вот как это отразилось, и, на ваш взгляд, к чему вообще все движется, если о прогнозах вот, в ближайшем будущем говорить? Мы отмечаем, что нынешние политики, в первую очередь в Вашингтоне, и сам президент, и окружающий его, значит, госсекретарь Блинкен, помощник по национальной безопасности Салливан, они уже поняли, что они проиграли. Но именно потому, что они поняли, они судорожно цепляются за последнюю возможность, а вдруг им удастся как-то переломить. И поэтому истеричные всхлипывания по поводу того, что парламент, Конгресс, Нижняя палата, Палата представителей, заблокировала выделение денег Украине. При всем при том, что говорят, что якобы это связано и с границей между Техасом и Мексикой, но мне кажется, что конгрессмены лучше, чем в Белом доме, понимают, что сколько денег не давай Украине, они не добьются своего. Сила русского оружия доказала, что может победить любую другую силу. Ведь фактически повторяется ситуация многих войн, которые Европа развязывала против России, да, наполеоновских войн, гитлеровских войн. Мы способны обеспечить победу силой передового оружия, оружия лучшего, чем есть у украинцев, храбростью, доблестью солдат, в том числе абхазов. Все-таки 10 лет на передовой – это показатель абхазского духа, абхазского характера. Далеко не каждый выдержит, да, такое напряжение. Значит, какие геополитические последствия? Уже боятся американцы и выбрасывают идею, что ой-ой-ой, Россия пойдет, захватит Польшу и так далее. Значит, смысл просто в другом, что уже говорят о том, что альянс, Североатлантический альянс НАТО, начнет разваливаться как в очередной раз не доказавший свои способности. Если вы помните, в начале 2000-х годов звучали крики, что НАТО обязано победить в Афганистане. Да? К чему это привело? К потере огромного количества денег, к гибели огромного количества людей, и все впустую. Те талибы, которых американцы и натовцы пытались победить, они сейчас в Афганистане у власти. Вот. Мы помним, как Североатлантический альянс бомбил Ливию. И из процветающего государства сейчас образовались фактически лоскутные одеяла, когда ливийцы друг с другом не могут найти общего языка.
Мы помним, что случилось с Ираком, да? И мы помним, что если бы не силы русского оружия, подобное могло бы случиться и с Сирией. И до сих пор там очень сложная ситуация. Значит, окончательное решение вопроса Украины впереди. Владимир Владимирович заявлял, мы готовы к переговорам. В принципе, те условия, которые мы выдвигали еще в 2022 году, помните, да, лидер ведущей партии в Верховной Раде Арахамия сказал, что Украина была готова подписать соглашение еще тогда. Если бы не Запад в лице, в первую очередь, Бориса Джонсона, ну и прочих, которые сказали, нет, вы воюете, мы вас поддержим. Сейчас выясняется, что Бориса Джонсона давно уже нет, вот, и что Британия громко кричит, но мало чем может помочь. Недавно выяснилось, что один за другим они не смогли вывести свои хваленные авианосцы в море. Один сломался, королева Елизавета, и второй, принц Уэльский. Вот, то есть дряхлеют бывшие сверхдержавы, ну или великие державы, в первую очередь такие, как Британия. Но менталитет все еще никак не меняется. Приблизительно то же самое происходит у американцев. Ведь речь идет о чем? Не может себе позволить Америка больше тратить бездумно и безумно огромные деньги на проведение своего внешнеполитического курса за рубежом. У самой Америки огромное количество проблем. Вот все наверняка смотрели по телевизору репортаж Такера Карлсона, а особенно то, что за этим последовало. Он зашел в Москве в супермаркет, набрал продуктов, как он говорит, на неделю, и это обошлось ему в 4 раза дешевле, чем если бы он потратил это у себя на родине. Вот. Это тоже последствия украинского кризиса. Это тоже последствия перенапряжения. Вот буквально перед тем, как прийти к вам на эфир, я смотрел передачу по Первому каналу. Там депутат немецкого Бундестага, он из России изначально, он говорит по-русски свободно. Он говорит, я с болью вижу, как немцы копаются в помойках, отыскивая пустые бутылки. Не хватает денег, чтобы сдать пустые бутылки и чтобы чего-то лишнее заработать. Та Германия, на которую многие равнялись, которая считалась локомотивом, экономическим локомотивом Евросоюза, она в экономическом плане очень сильно деградирует, в том числе и потому, что отказалась от сотрудничества с Россией. У нее нет теперь преимущества дешевого российского газа, у фермеров нет преимущества дешевых российских удобрений и так далее, и так далее. Можно перечислять. Финляндия страдает от того, что она всю жизнь зарабатывала с помощью российской древесины, и изготавливала там мебель и прочее. Теперь она лишилась всего этого. Это можно долго перечислять. Многие страны потеряли. А вот Венгрия, например, выиграла от того, что она продолжает по трубе получать нефть и газ. И живет лучше, чем многие другие страны. Вот. Благодаря своей политике. А французы говорят, что мы не хотим сотрудничать с Россией, но 40% сжиженного природного газа получают из России. Вот. Американцы говорят, что надо наказать Россию за то, что у нее много нефти, и она хорошо торгует. Давайте установим ценовой предел, да, в $60 за тонну, за баррель, да, за баррель. И вдруг выясняется, что сами покупают и дизель, и нефть, потому что многие у них нефтеперегонные заводы заточены под определенные сорта нефти. Михаил Александрович, а Грузия? Не могу про Грузию не спросить. Вы знаете, мы отмечаем, что по сравнению с режимом Гамсахурдия и по сравнению с режимом Саакашвили совершенно другая обстановка в Грузии. Вы знаете, что после долгого перерыва мы разрешили регулярные авиаполеты. Вы знаете, что мы сняли визовые ограничения для грузинских граждан. Вы знаете, что наверняка в российских магазинах видели грузинское вино на полках. Мы считаем, что Грузия, близкое к нам государство, во-первых, это наш сосед, да,
а во-вторых, мы когда-то были в составе единого Советского Союза, мы отмечаем, что хотя грузины наотрез отказываются признавать совершившийся факт независимости суверенитета Абхазии, тем не менее они заявляют о том, что силовым путем они, по крайней мере на сегодняшнем этапе, они не собираются решать какие-то свои проблемы в взаимоотношениях с Южной Осетией и с Абхазией. Это позитив. Но этот позитив означает, что у нас впереди еще много работы. Вот. Не могу не упомянуть женевские дискуссии, где очень активно участвует ваша делегация во главе с замминистра Ираклием Тужбой. Это важно еще и для Абхазии потому, что это формат, где ваша страна на равных участвует, значит, с другими участниками. Это Соединенные Штаты, это Евросоюз, это Организация по безопасности и сотрудничеству Европы, а в Европе Грузия, ну, естественно, Осетия и Россия. Вот. И, как говорится, худой мир лучше доброй ссоры. Это площадка, где Абхазия имеет возможность высказать, обозначить свои приоритеты и свои подходы к решению тех или иных проблем. Мы хотели бы, чтобы там был прогресс. Не удается его быстро достичь, но, тем не менее, считаем, что эту площадку нужно сохранить. Опять же, я упомянул худой мир лучше доброй ссоры, чтобы, по крайней мере, было место, где можно общаться и друг другу высказывать свои позиции. Ну, мы как-то от Украины, Грузии так плавно перешли, и не могу не спросить, вот эти некие потепления отношений между Россией и Грузией, как они могут повлиять на взаимоотношения Абхазии и России? Это мой последний вопрос. Я считаю, что повлиять могут только позитивно. Значит, я слышал от разных общественных деятелей в Абхазии разные сомнения. Хочу подчеркнуть главное. Решение, принятое в 2008 году, решение, принятое Россией, было трудным. И об этом говорил наш президент. Но годы доказали, что оно было единственно верным, и решение о признании безотзывно. Вот как раз этого не хотят понимать в Тбилиси. Решение принято, и изменено не будет. Абхазия, суверенное независимое государство, наш союзник и стратегический партнер. Михаил Александрович, спасибо что вам. нашли время прийти к нам в студию. Мы рады вас видеть. Спасибо. Всегда. Спасибо. А я напомню нашим слушателям, мы говорили с чрезвычайным и полномочным послом России в Абхазии Михаилом Шургалиным о событиях на Украине и Евромайдане.